Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Новая экономика, новые союзники, планы и задачи России в связи с санкциями и военной операцией изменились. А как в Якутии обстоят дела? Готов ли регион в этом году поставить рекорд по добыче угля и каковы планы по экспорту энергоресурсов? Спросим об этом у Максима Терещенко, министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ожидать ли очередных рекордов в угледобывающей отрасли в этом году, по итогам года? Не то чтобы ожидаем, а наши угольщики активно над этим работают, потому что уголь и в текущих условиях нужен нашим компаниям, он нужен на наших котельных, электростанциях. Поэтому добыча ведется в опережающем, я бы сказал, таком правильном плане. И сегодня все компании нацелены на то, чтобы новогодняя елка, а их на разрезок зажигает именно тогда, когда выполняется годовой план, все-таки была зажжена раньше, чем 31 декабря. Поэтому, если интересно, я смотрю, это традиция, да, с удовольствием с ней ознакомим. Так вот, сегодня по итогам 9 месяцев у нас очередные рекордные показатели. Превышение к прошлогоднему идет на 35% уже, то есть более 28 миллионов тонн добыто. При этом если взять более половины, это сделал ООО «Эльга-Уголь». То есть сегодня это компания ЛС, которая разрабатывает Ильгинское угольное месторождение. При этом сейчас новости пойдут хорошие по обогатительным фабрикам. Это тоже увеличивает значимо отдачу для нашего бюджета, для наших людей от угольной промышленности. Вот если еще такие немножко детали, конечно же, серьезный вклад компания «Колмар» вносит сегодня со своими ГОК Наглинский, ГОК Денисовский. Мы практически каждую неделю сообщаем о рекордах тех либо иных наших угольщиков. И я искренне поддерживаю, они работают действительно в непростых условиях, особенно наши шахтеры, которые работают под землей и в текущих наших, даже в сейсмоусловиях, да, способны такие результаты выдавать на гора. Отмечу, что в этом году дан старт на Восточном экономическом форуме Сылахскому угольному разрезу. Компания «Торцит Инвест» проект. Ведется стройка дороги, станции. То есть, это тоже откуда у нас пойдут новые объемы. И ведет хорошее развитие. Мы тоже на нем недавно были. Компания «Долгучан». Это тоже Южная Якутия, которая значимо прирастает по количеству горно-транспортного оборудования. И это будет разрез-миллионник, даже больше, да, то есть, соответственно, об этом тоже всему свое время будем сообщать. Но наши малые разрезы, которые на северах, учитывая, что навигация закончилась, они свои планы выполняют и будут выполнять, и работают на то, чтобы у людей в домах было тепло, был свет. Вы отметили, что показатели уже выше, в принципе, на треть. Расскажите подробнее о традиции зажжения елки. Все-таки интересно, неужели елка загорится раньше в этом году? Я надеюсь, это каждый разрез, каждая шахта, они ориентируются для себя, стоят планы годовые. Соответственно, такое, что это же от умения планировать тоже зависит, да, что на месяц раньше зажигается елка, которая подтверждает, что разрез предприятия выполнили годовой план. Это крайне редкая история. В основном это происходит ближе к последней неделе. Это говорит о качестве планирования, то, что практически в день в день это достижение идет. Все, соответственно, участие лучших, участие Деда Мороза, соответственно, мы показываем. Это хорошая, очень добрая, уводящая в прошлое столетие традиция, и мы будем, конечно, все вместе продолжать. Есть ли уже прогнозы по добыче угля на следующий год и за счет чего конкретно планируется нарастить показатели? Ориентиры есть. По этому году, сейчас, конечно, зависит все в том числе от этого 4-го квартала, который у нас уже, по сути, идет в своих правах, но самая ключевая зависимость от железных дорог. У нас восточный полигон. Верю, надеюсь, что и при полном нашем содействии Арсений Сергеевич в этом очень деятельное участие принимает, чтобы угольщики могли добытый уголь вывозить из республики, поставлять по контрактам, которые у них заключены. То есть мы, соответственно, приближаемся, думаю, планка 38-40, этот диапазон, надеюсь, он будет у нас взят. Но еще раз зависит от железных дорог, конечно, в первую очередь угольщики, необходимый объем в стране на гора всегда выдадут. В следующем году, соответственно, у нас идет ориентир на 45 миллионов тонн. Я уже, в принципе, перечислил. Это и ускоренное развитие Ильгинского месторождения, компании «Колмар» плановая, которая идет, Сылахский угольный разрез, «Долгучан». Это те компании, которые могут дать эти дополнительные объемы в 2023 году.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в условиях санкций роль восточного полигона кратно возрастет. Получается, что Якутия будет играть стратегическую роль России в сотрудничестве с дружественными странами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Как в целом обстоит ситуация с экспортом сегодня? Спрос на наши якутские угли есть, он подтвержден еще с далеких 70-х, 80-х годов прошлого века, да, по сути, уже 50-летие востребованности нашей продукции есть. Но мы продолжаем эту работу, появляются новые партнеры, и со стороны Китайской Народной Республики, потому что у нас уголь высококачественный, коксующийся, жирных марок, соответственно, которые используются для производства качественной стали. Ну, а сталь, соответственно, находит свое отражение и в жилищном строительстве, и в строительстве мостов, инфраструктуры, и много еще, тоже автомобилестроения. Поэтому спрос никуда он не уйдет, а мы должны, соответственно, двигать дальше. Как решать эту проблему? Вот мы обозначили по восточному полигону. У нас компания LC на Шельга-Уголь занимается строительством Тихоокеанской железной дороги. Вот я для всех просто, я думаю, вашим зрителям это будет интересно. Много ли строек такого масштаба все помнят за прошедшие хотя бы 10, 20 и более лет? Да, конечно, мы видим, вот строилась наша железная дорога до Нижнего Бестяха. У нас была первая история частной железной дороги в стране до Ильгинского месторождения, а сегодня уже с этого Ильгинского месторождения частная дорога строится до Тихоокеанского побережья. Это масштабнейший проект, он сопоставим с БАМом и с многими другими. И позволит, соответственно, этот объем вывозить. Это не говорит о том, что мы откажемся от этих мощностей, но мы занимаемся развитием новых производств. Вот, я думаю, если будет время, отдельно об этом тоже поговорим. То есть мы будем прирастать этими объемами, а это значит, прирастать будет наша экономика. В планах у Якутии поставлять не только газ по силе Сибири, но и сжиженный газ, ставший востребованным в мировой энергетике в связи с остановкой поставки газа в Европу. Можете рассказать об этом подробнее? Поставка газа. Здесь работа проводится более чем серьезно. Я вот отмечу, что мы сверялись за последнее время уже пару раз на очень крупных совещаниях, которые проводил Арсений Сергеевич Николаев, наш глава республики, с компанией «Газпром». Планы, которые заявлялись по строительству «Сила Сибири», по развитию магистрального газопровода от Кавыткинского месторождения в Иркутской области до Чаендинского месторождения у нас в Якутии, они все выдерживаются для того, чтобы затем поставка газа в Китайскую Народную Республику. Но для нас очень важно то, что реализация этой масштабнейшей государственной задачи, она тесно взаимосвязана с газификацией наших населенных пунктов Якутии. 21 сейчас у нас по плану есть, 9, которые мы в следующую программу включаем, 5, которые мы обсуждаем на территории Ленского района в связи с Кавыкта-Чаенда, магистральный газопровод. Здесь, соответственно, общее вот это увеличение объемов, не забывая компании ЕТЭК, Ленсгаз, Айхалгаз, то есть мы, соответственно, Ленсгаз, то есть это будет объем совокупный, наверное, по итогам года будем приближаться уже к 20 миллиардам кубометрам. Чуть-чуть планку, наверное, дотянем, уже от зимы будет зависеть, да, но тем не менее будем брать. И СПГ. СПГ мы действительно проекты ведем и нацелены они как на внутреннее потребление, так и на экспорт. И думаю, в ближайшее время тоже дополнительные новости, интересные не менее, вам доведем вашим зрителям. Вот вы сказали о совместной работе с Китаем, но если говорить в целом, на какие из азиатских рынков планируете работать? Учитывая повышенное внимание наших иностранных и партнеров, да, скажем так, то, наверное, я в детали бы не стал входить. Но скажу так, что наша продукция, производимая на территории Якутии, поставляя на экспортные рынки, очень востребована. И те партнеры, которые видят стратегически, понимают важность взаимодействия с нами, они будут стремиться приобретать нашу продукцию, и эти коммуникации, эти взаимоотношения будут усиливаться. Якутская нефть также востребована, ее экспорт может увеличиться с установкой новых отечественных оборудований на месторождениях. Расскажите, как сегодня развивается Чаендинское месторождение и магистраль Восточная Сибирь, Тихий океан? Транспортная система Восточная Сибирь, Тихий океан, еще ВСТО по-простому называем, она уже несколько лет как вышла на максимальные объемы по производительности, что тоже очень важно. Но тем не менее рядом происходит развитие месторождений.
И причем оно происходит не только на действующих, изученных месторождениях. И у нас ведется и геологоразведка, это вот, ну, в частности по развитию перспективы силы Сибири, да, то же самое обозначил. Мы ведем работу с нашими компаниями, с инвесторами. Не так давно, я выезжая в Мирный, мы съездили на месторождение, которое может быть, конечно, ну и компании, которая пока по объемам работы в Якутии, конечно, она несопоставима с Тас-Юрях нефтегазодобычи, например, или тем более Сургутнефтегазом, но есть вполне понятные планы развития, работы эти ведутся, эти работы на производстве видно, и, соответственно, это опять-таки рабочие места на территории Мирнинского района у нас в Якутии. Ну, будем двигаться, заниматься дальше. Вот РНГ, например, мы буквально на той неделе проводили совещание с компанией Тас-Юрях нефтегазодобычи. Буквально неделю назад у них выдали 25-миллионную тонну с момента начала развития. Сургутнефтегаз — это одна из компаний, которая вкладывает, можно сказать, в числе топ-лидеров по объему вложения в геологоразведку. Это о чем говорит? Компания, которая добывает максимальный объем нефти у нас в республике, верит в будущее нашего региона. Ну и последний вопрос, но не менее важный, волнующий наших телезрителей. В связи с частичной мобилизацией и военной операцией на Украине, санкциями, отразится ли это все на годовых показателях по добыче ресурсов? Будет ли снижение или закрытие ряда предприятий? Ну, мы сразу не были здесь в стороне. Я отмечу руководство республики и профильное министерство наше, да, соответственно, Минпромгеологии, подключились к этому процессу. Была, напомню, при правительстве организована рабочая группа по содействию, поиску необходимых комплектующих, запчастей. Мы ведем работу с компаниями из Беларуси по поставке, ну, оттуда техники горнодобывающей, соответственно, горнотранспортной. Наши компании, Уралмашзавод, например, который поставляет современнейшие экскаваторы необходимых объемов. У нас на территории, ну, например, в Волданском районе сейчас развивается производство танк-контейнеров для привода, вы просто затрагивали, сжиженного природного газа. Оказываем содействие в поиске контрагентов, поставщиков нашего отечественного оборудования у нас в стране. Есть, ну, у нас очень такой прямой открытый контакт с другими министерствами промышленности по нашей стране. То есть в оперативном режиме мы можем как свою продукцию предлагать, так и они нам. Поэтому мы смотрим не на снижение, даже не на удержание, а на развитие наших производств. И я думаю, это очень важно жителям. 2000 вакансий просто можно сейчас в легкую перечислить, где ждут наши компании с серьезнейшими, достойнейшими зарплатами у нас в республике. То есть работа есть, в принципе, якутяне могут смело устраиваться на работу и работать в наших крупных промышленных компаниях. Да, вот Госкомзанятость на днях сообщала о том, что 10 тысяч якутян трудоустроено. Вот еще 2000 мы, ну, и дальше будем смотреть, конечно, на перспективу, готовы принимать в промышленность. Ну, действительно, это радует. Максим Викторович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе, ну и, конечно, успехам нашим компаниям и превышения показателей. Спасибо вам, спасибо за поддержку, внимание к такой важной отрасли экономики нашей республики, промышленность. Это развитие, это основа. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.